Торжественный вечер начался с вручения наград и доклада генерального директора абхазского телевидения. Ирина Агрыба рассказала о том, в каких условиях создавался национальный телевизионный канал. Это был не подарок республике. Абхазскому народу пришлось побороться за право вещания на родном языке. Проект был реализован вопреки всему. И вот это предопределяло работу телевидения, особенно вот в советский период. Попытка найти, суметь сочетать партийно-советскую систему и национально-освободительную борьбу. Это было очень сложно, но в мою бытность, когда я пришел на телевидение, это было в 90-м году, я очень благодарен председателю абхазской телерадиокомпании вот того периода Шамиля Хусейновича Пиля, который вот в этой борьбе, в поиске идеальной пути, как это принцип реализовать, он нам, журналистам, дал возможность работать свободно. И одновременно, скорее всего, мы уже потом в себе выработали нести ответственность за все то, что мы делали тогда, потом делали позже. Руслан Хашик начинал свой профессиональный путь на абхазском телевидении. В какой-то период возглавлял телерадиокомпанию. По его словам, абхазское телевидение стало продуктом национально-освободительного движения. Участвовало в информационной борьбе в годы войны. Сегодня же его задача помочь построить государство. И тут борьба журналистов за правду должна продолжаться, несмотря ни на что. Глобальные принципы, они всегда остаются. Время не раз доказывало, выше правды нет ничего и не может быть. Как бы ты ни ухищрялся, что бы ты ни придумывал, это все смешно по сравнению вот с тем, что уже человечество стократно пробовало обходить какие-то, находить какие-то маневры, называли это пиаром, еще как-то. Но правда остается правдой, и когда ты журналист, работаешь в кадре, и ты аргументируешь всю свою информацию, все свои мысли фактами, объективной реальностью, то ты вооружен действительно очень сильно, и за тобой правда, и ты всегда победишь. Сейчас могут тебя не понять, но со временем люди будут возвращаться к этому. Сегодня среди сотрудников абхазского телевидения есть те, кто работает на нем с самого первого дня. Но поколения сменяются, совершенствуются и технические средства передачи информации. Неизменно одно – зависимость от эфира, которая цепляет с первого кадра. Те, кто хоть раз сделал репортаж на ТВ, остаются тут навсегда. На самом деле телевидение – это навсегда, потому что это говорит о практике. Вот люди, которые работают 45 лет, не покладая рук, со дня образования, люди же работают. Это говорит о том, что телевидение – это любовь. Среди корреспондентов абхазского телевидения много молодых людей. Как рассказывает Рада Чичава, история канала возлагает особую ответственность на работу, но при этом придает вес и слову самого журналиста, который вещает с экрана главного канала страны. Работать на телевидении, когда тебя может услышать каждый житель твоей страны и люди за пределами страны, особенно на абхазском телевидении, история которого просто поражает. И иногда очень страшно. Иногда делаешь что-то и думаешь, боже. Но наоборот, наверное, в какой-то степени это вынуждает еще более ответственно относиться к своей работе, больше стараться и больше выкладываться, зная, какая действительно ответственность лежит на каждом работнике нашего телевидения. Поздравить главный канал республики пришли президент Аслан Бжани, министры и общественные деятели. Официальная часть продолжилась банкетом. Мариана Котова, Инала Гухава, Абаза ТВ.